Перед началом торжественного марша, посвященного Дню освобождения области, над площадью установилась звенящая тишина. Участники шествия, зрители и гости торжеств буквально затаили дыхание. Ровно в 11 часов под звуки легендарной песни Александрова «Священная война» почетный караул внес на площадь флаг России и знамя Победы. Принимал парад военный комиссар Брянской области Леонид Соломенцев. Из года в год в одном строю в этот день стоят юнармейцы, курсанты различных учебных заведений и те, кто уже имеет за плечами годы службы в армии. Эхом над площадью Ленина разносится раскатистое «Ура!». С праздником военнослужащих жителей и гостей региона поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Звуки гимна Российской Федерации в этом году сопровождались залпами артиллерийских орудий. В шествии войск принимали участие более 1000 военнослужащих Западного военного округа. По проспекту Ленина прошли летчики, артиллеристы, мотострелковая пехота. Вместе с ними представители силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы. Право принять участие в торжественном марше нужно было заслужить. В строю отличники учебы, подающие надежды спортсмены, а среди взрослых те, кто добился успехов в работе. И, конечно, все с волнением ждали появления на проспекте Ленина боевых машин. Военная техника в день освобождения области по главной улице города проходила впервые. Во главе колонны с красным знаменем на броне легендарный танк Т-34. Эта боевая машина участвовала во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны, за что 34-ку часто называют танком Победы. Увидели жители региона и гости торжеств, посвященных 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, и современные образцы техники, которые стоят на вооружении российской армии. По проспекту Ленина прошли танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки и другие боевые машины, а также минометы и пушки. А затем все взгляды зрителей торжественного марша были обращены в небо. Над Брянском пролетели вертолеты Ми-8 и Ми-24, К-52 на скорости, превышающей 550 км в час. На высоте всего около 350 метров пронеслись истребители МиГ и Су. А завершилась воздушная часть празднеств пролетом тяжелой авиации. Впечатлены парадом были даже побывавшие на многих подобных торжествах ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Что я не знаю, я подобной организации такой отличной нигде не видел. И самое главное, я приехал сюда с Израиля, поскольку у меня брат погиб при освобождении Брянска. Приятно сознавать мне, как фронтовику, как участнику Великой Отечественной войны, что эти праздники у нас после войны отмечаются правильно. Вслед за военными по улицам города прошли участники парада поколений. На этот раз к ним присоединились члены клубов исторической реконструкции, прибывшие в Брянск. К площади Партизан отправился кортеж с ветеранами Великой Отечественной войны, почетные гости праздника, члены делегаций из разных стран и регионов России. Вы к нам приехали откуда? Из Беларуси, Республика Беларусь. Как у вас настроение? Как Супер, очень круто, все замечательно, все нравится. Также по проспекту Ленина прошли делегации районов области, члены трудовых коллективов, учащиеся брянских школ и вузов. Дмитрий Горный, Максим Юркин, Вести, Брянск.